День за днем наши корреспонденты следят за развитием событий в республике. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Дарья Короленкова. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. 9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Герои России приняли участие во встрече с главой Якутии и в церемониях в Кремле. Якутские муниципалитеты, лидеры по развитию Севера. Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил об этом на региональном дне форума «Малая Родина. Сила России». Узнаем подробности о площадках. Благодаря поступлению инновационного оборудования в Алданскую ЦРБ значительно расширился спектр предоставляемых медицинских услуг. Узнаем, каких именно. Госдума рассматривает продление сроков региональных программ расселения аварийного жилья до сентября 2028 года. Узнаем, что это значит для жителей. Китайские путешественники открывают в Якутии новые сценарии туризма, неожиданный креатив, маршруты и впечатления. Девятого декабря в России отметили День Героев Отечества. Памятная и важная дата, чтобы поблагодарить тех, кто защищает Родину. Стоит на страже Отечества, заслужил звание героев и кто навсегда вписал свое имя в историю побед. Герои России на встрече с главой Якутии в Кремле в материале Айсены Бурнашовой. Кабинет главы Якутии – стол, за которым в этот день вместе собрались Александр Колесов, Дмитрий Куценко, Игорь Юргин, Николай Соболев и Алексей Неустроев – герои России, гордость республики и всей страны. Хотел бы, ребята, еще раз всех вас поздравить, настоящих героев нашей страны. Вообще вся наша страна, она исторически как раз связана с героями Отечества. И вот эта связь поколений, особенно вот с героями Советского Союза, в годы Великой Отечественной с вами, она абсолютно очевидна. Их имена вошли в историю России. Их подвиги стали примером мужества и любви к родине. Александр Колесов, командир якутского добровольческого отряда «Ботор», на СВО прорвался через огненную блокаду противника, спас около 50 боевых товарищей. Дмитрий Куценко, гвардии подполковник. Под его командованием был удержан населенный пункт в Курском направлении. Куценко Дмитрию Михайловичу. Игорь Юргин, командир штурмовиков, лично уничтожил роту противника, танка и противотанковую пушку. Николай Соболев, под его руководством штурмом взят стратегический пункт противника с секретными материалами. Алексей Неустроев, оператор-наводчик танка Т-80, того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну бронетехники ВСУ. Большое спасибо всем, которые были рядом. Я считаю, что это праздник защитников Отечества, не только героев, все герои. Низкий поклон павшим, ну и большое спасибо живым. Герои превыше всего ставят интересы Родины. Так было во все времена, и в Великую Отечественную, и сейчас на СВО. Прочная связь времен и традиций воинской славы. Дань тому времени, все-таки 9 декабря – это такая дата специальная. Это день награждения первых героев Советского Союза было. И постепенно мы отдаем почести просто нашим предкам. И это еще день отмечается тем, что мы будем находиться в Георгиевском зале. Георгиевский зал – это зал воинов, зал победителей. И там будет еще чествовать президент и вручать звезды героев новому поколению в присутствии уже тех, кто награжден. Это такой символический день.
Владимир Путин наградил летчиков-испытателей и бойцов СВО. Одна звезда героя была вручена посмертно семье сержанта Никиты Афанасьева. Звание Героя Российской Федерации посмертно. Всего в Георгиевском зале в этот день собрались более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные 3 и более орденами мужества. Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев. Понимание своей ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе, искренняя любовь к Родине. В этой любви, в этой исторической правоте и заключается наша сила и наши победы. С праздником вас! С Днем Героев Отечества! Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутия отправила 132 единицы техники в зону спецоперации за этот год. Помощь оказывает вся республика. Общественные организации, физлица из разных районов. Доставляют не только технику, но и адресные посылки, а также изделия добровольцев. К Новому году бойцов ждет еще один подарок с родины – набор продуктов местного производства. Не забывают и о волонтерах, обеспечивающих крепкий тыл. Для них организовывают форумы. 34-й отряд добровольцев «Ботур» отправляется в зону проведения СВО. На церемонии проводов бойцов присутствовали их родные, близкие и ветераны боевых действий, которые поделились своим опытом. Согласно сложившейся традиции, в этот день также состоялась встреча с военнослужащим и вернувшимся с передовой. Мужество и героизм 15 бойцов были отмечены наградами. Центр подготовки «Ботур» функционирует с 2022 года, где добровольцы проходят специальные курсы по освоению всех необходимых навыков. Конечно, большое внимание мы уделяли тактической медицине, потому что первая помощь на линии боевого соприкосновения – это самое важное, потому что самые важные минуты после ранения – это вот именно самый первый, и ты должен уметь оказать помощь и себе, и своему товарищу, если с ним что-то случилось. Поэтому на этом мы тоже делали очень большое внимание уделяли. Ну и, конечно же, тактическая подготовка, правильное перемещение, правильное обращение с оружием, правильное обращение с автоматами, потому что мы понимаем, что здесь это, конечно, все не настоящее, это муляжи, но там нас ждет работа с настоящим боевым оружием. Представители якутских муниципалитетов – лучшие эксперты по развитию северных территорий. Об этом в кулуарах регионального дня 3-го Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» заявил мэр Якутска Евгений Григорьев. Глава столицы региона и другие его коллеги приступили к работе деловой программы форума. Одновременно на 3 площадках специалисты обсудили вопросы градостроения, развития инфраструктуры и привлечения внебюджетных средств к реализации проектов. При этом одними из самых активных участников форума стали главы якутских муниципалитетов. Сам же Григорьев выступил с докладом о передовых практиках города Якутска. В условиях, когда у нас регионов для северных регионов. «Малая Родина. Сила России». Под таким девизом в Якутске прошли региональные дни одноименного Всероссийского муниципального форума. Участники обсудили опорные точки роста и пространственное развитие территорий в условиях Крайнего Севера. К какому итогу пришли, знает Петр Васильев. Якутия имеет уникальный опыт развития. Опыт Якутии, безусловно, я думаю, что он лидирующий по всей стране. Не хвастовства ради, а в практических целях. Не случайно эксперты форума упоминают опыт Якутии в реализации именно мастер-планов. Республика в этом деле образцово-показательный регион. В Якутске уже реализуется мастер-план, поддержанный президентом. Такой же документ принятый в Нерюнгри. Не всегда легко развивать территории, особенно там, где отсутствует производство, отсутствуют городообразующие предприятия. И наша задача как раз найти эти решения. Общий
Общим для большинства экспертов форума стал переход от старых стратегий развития территорий к новым, которые становятся более комплексными и включают в себя практически все аспекты жизни граждан. От общественных пространств до точек экономического роста и туризма. Можно сказать, что он очень перспективный, потому что у него есть много положительных черт по сравнению с прошлыми стратегиями. Во-первых, он упрощает процедуру, у него более простая процедура принятия, чем у генплана. Тем самым в нем можно зафиксировать намного больше проектов, более амбициозных, более гибких. Заглянули на форуме и в ближайшее будущее, но с оглядкой на настоящее. Двухдневная программа завершилась дискуссией, так называемой встречей взглядов. А взгляды, как и интересы, общие для большинства регионов Дальнего Востока. Транспортная доступность, логистика и климатические вызовы. Абсолютно важно, чтобы была понятная стратегия. Стратегия развития субъекта, которая тесно потом уже увязывается со стратегией развития муниципальных районов, и дальше уже спускается на уровень населенных пунктов. Это для таких больших субъектов, как Якутия, например, это просто жизненно необходимо. Мы, живя на такой большой территории, которая имеет достаточно свои серьезные особенности, в том числе и трудно-климатические, мы не имеем права жить короткими дистанциями. Такие кооперации между главами позволяют выработать модели самых эффективных решений. Ведь не случайно президент России Владимир Путин назвал местный уровень власти передним краем, который требует совместных усилий на всех направлениях. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Артумен Наговицын, Якутск. Мы продолжим подводить итоги после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутии на реализацию национального проекта «Семья» направлено более 6 миллиардов рублей. Государственная поддержка включает единовременные, ежегодные, ежемесячные выплаты. Подробности в следующем материале. Боялся темноты. Помог, да? Да, и мы... Людмила Феглер, многодетная мама из Якутска, рассказывает, как психолог семейного МФЦ помог ее сыну преодолеть страх темноты. У Людмилы 4 сыновей, старшему 17 лет, а младшему 2 года. Семья воспользовалась материнским капиталом, ежемесячными выплатами и целевым капиталом «Дети столетия». Машина очень помогла «Дети столетия». Единое пособие мы получаем ежемесячно. Мат-капитал мы, к сожалению, еще не воспользовались. Я коплю. Пусть она индексируется, детям, может, на учебу. Я в будущее его отложила. Более 1200 семей в Якутске воспользовались услугами семейного МФЦ. В республике функционирует 6 таких центров. Их цель – помощь нуждающимся семьям. Основной ориентир семейного многофункционального центра – обеспечение оказания социальных услуг, направленных на профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость семей с детьми в социальном обслуживании в режиме одного окна. Многодетные семьи получают бесплатное горячее питание в школах, скидки на ЖКХ и поддержку при поступлении детей в колледжи и техникумы. Но помощь распространяется не только на многодетных. В рамках нацпроекта действует и региональный проект «Поддержка семьи». Поддержку при рождении первого и второго ребенка получили 4000 семей. Кроме того, предоставляется региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. В этом году его размер составляет 273 648 рублей, то есть 30% от размера федерального материнского капитала. Социальный фонд активно участвует в нацпроекте, предоставляя поддержку. Наиболее востребованы такие меры, как федеральный материнский капитал, а также пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин. Самая востребованная услуга по реализации средств материнского капитала – это, конечно же, жилищные условия. Только в 2025 году данной услугой воспользовались 3022 семьи. И также на образование средства материнского капитала выбрали 1724 семьи.
В этом году на поддержку детства и материнства в Якутии направлено более 33 миллиардов рублей. Программа продолжит и дальше помогать семьям в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Финансирование здравоохранения и другие вопросы обсудили в рамках круглого стола. Повесткой собрания в Якутске стали одни из самых актуальных тем. Среди них субсидирование вылетов санитарной помощи, социальные выплаты медработникам, а также их кадровая заполняемость. По-прежнему важной остается реализация дополнительного лекарственного обеспечения. Сейчас ведется точечная работа для того, чтобы снабдить всеми необходимыми препаратами льготную категорию граждан. На сегодняшний день их число составляет 180 тысяч человек. Да, существуют определенные моменты, которые связаны с льготным лекарственным обеспечением, но Министерство здравоохранения открыло линию на линии 122. Это горячая линия по лекарственному обеспечению. Если у кого-то где-то закончились лекарства, у льготников нашей, льготной категории пациентов, то они, как правило, звонят, и мы уже начинаем, что делать? В ручном режиме мы начинаем этим заниматься, то есть находить препараты и обеспечивать наших пациентов лекарствами. Благодаря поступлению инновационного оборудования в Алданскую ЦРБ значительно расширился спектр предоставляемых медицинских услуг. Новая аппаратура, установленная в женской консультации и диагностическом центре здоровья, позволит проводить максимально точную диагностику, выявлять факторы риска различных заболеваний и обнаруживать патологии на самых ранних стадиях. С этими новыми технологиями уже ознакомились наши корреспонденты. В ходе планового осмотра у врача-гинеколога Александра Помененко была направлена на кардиотокографию плода. Это обследование, являющееся обязательным для всех будущих мамочек после 30 недель беременности, проводится амбулаторно на базе женской консультации. 10 лет назад, когда последний раз я здесь была, такого оборудования еще не было. Поэтому ощущение, когда слышишь сердцебиение своего ребенка, конечно, как мама, это очень здорово, тепло, приятно и радует тебя. Аппарат КТГ в женскую консультацию Алданской городской поликлиники поступил по национальному проекту «Семья», одной из целей которого является поддержка материнства и детства. В рамках федерального проекта было существенно обновлено диагностическое оборудование. Кроме того, больница получила удобную функциональную мебель. В рамках национального проекта «Россия. Семья» была открыта женская консультация, оснащены новым оборудованием. Это аппарат УЗИ, аппарат КТГ, ЭКГ-аппарат и новый аппарат кольпоскоп. На кольпоскопию пациентки направляются при подозрении на ту или иную патологию шейки матки. Инновационное оборудование позволяет осуществлять максимально точную диагностику. Кольпоскоп новый, он доставлен нам с экраном, который мы можем показать патологию прямо к женщине. И если мы выявляем патологию на шейке, то отправляем. Увеличивается доступность, возможность и обследования, и диагностики, и лечения населения нашего. Осенью также было проведено масштабное переоснащение Центра здоровья, который действует на базе городской поликлиники. Инновационное оборудование больница получила по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». У нас поступило много оборудования, ростомер, мы можем рост проверить, человек приходит к нам, вес проверить, давление, потом кардиовизор, то есть мы проверяем, скрин делаем сердце, потом органы дыхания, мы можем посмотреть, насколько легкие, как у него работают, да? Помимо этого делаем биопсидантный анализ. Напомним, Центр здоровья в Алданской ЦРБ работает с 2013 года. Комплексная аппаратно-программная диагностика позволяет выявить как уже имеющиеся заболевания, так и предрасположенность к ним. Сейчас упор делается именно на профилактику, именно на выявление заболеваний на ранних стадиях. В этом году в рамках федерального проекта также получено оборудование для Центра здоровья. Это на определение факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний у населения. Это таких как курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, избыточный вес. С пациентами из группы риска сотрудники больницы проводят комплексную профилактическую работу. Как показывает жизнь, в числе причин, вызывающих серьезные патологии, одной из лидирующих позиций занимают пагубные привычки. Очень много курильщиков, и с этим вот прям высеивается много и обструкций, и всякие проблемы, то есть с легкими. Проект «Продолжительная активная жизнь» стартовал в 2025 году. Наряду с профилактикой хронических неинфекционных заболеваний и выявлением патологий на ранних стадиях в его цели входит увеличение средней продолжительности жизни граждан. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В неврологическом отделении Якутской городской больницы номер 3 сейчас проходит лечение и реабилитацию 30 детей вместе с родителями. Основное внимание уделяется пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для которых установлен специальный комплекс, способствующий расслаблению мышц. Круглосуточный стационар оборудован кабинетами массажа, психолога и другими необходимыми для восстановления помещениями. Кроме того, больница приобрела 2 новых аппарата, которые позволят проводить компьютерную томографию и рентгенологические исследования. Благодаря тому, что вот новым приобретениям нам удалось разрулить потоки пациентов. Мы разделили потоки детского населения на рентгенологические исследования и потоки взрослого населения на рентген-исследования. Далее вот новый КТ-аппарат у нас, он обладает искусственным интеллектом встроенным, который позволяет специалисту уделить особое внимание на пораженные какие-то точки, на патологические точки. Зима в Якутии само по себе экстремальное явление. Достаточно поломки автомобиля в пути, чтобы возникла угроза жизни. Дополнительную опасность создают наледи и полыньи. На водоемах спасатели республики работают в круглосуточной готовности, обеспечивая оперативное реагирование. Зимой регулярно проводятся учения, на которых отрабатываются слаженность действия экстренных служб и методы спасения. Такие тренировки позволяют оперативно устранять риски и повышают шансы на успешную помощь пострадавшим. Необходимо готовить автомобиль в дальнюю поездку, утеплять его, следить за техническим состоянием особенно, брать с собой резерв, там дополнительная канистра с топливом, и некоторые даже берут с собой запасной аккумулятор, хорошо упакованный в такой вот теплоизоляционный какой-то материал. Некоторые даже просто в одеяло его пакуют, потому что бывали такие случаи, когда на сильных морозах аккумулятор просто замерзал, и машину не могли завести. МЧС Нерюнгринского района завершает график годовых учений. В течение всего года учения на различных объектах были направлены на проверку навыков работы личного состава и на организацию взаимодействия с другими службами. В Нерюнгри прошли контрольно-проверочные учения, закрепляющие весь этап боевой подготовки личного состава гарнизона. На месте их проведения присутствовала наша съемочная группа. На учении МЧС был выбран серьезный объект учреждения культуры города Нерюнгри площадью более 15 тысяч квадратных метров. При работе зрительных залов в здании собирается большое количество человек. Это дополнительно создает все угрозы и риски для пожарных подразделений, которые прибывают на тушение пожаров на таких объектах. И личный состав выполняет повышенную нагрузку, связанную в первую очередь со спасением и эвакуацией населения. А уже потом только приступаем мы к тушению и ликвидации
или реального пожара, или условного пожара. По тактическому замыслу условный пожар произошел на сценической части городского центра культуры с последующим распространением на зрительный зал. Условно здесь находилось 620 человек. 3 из них были заблокированы продуктами горения, задымлением. Звенья газодымозащитной службы гарнизона провели полный цикл аварийно-спасательных работ по выявлению пострадавших и вывели их в зону, безопасную для населения. Сегодня я была в роли жертвы в большом зале. Да. Вообще учение проходит настолько ответственно и серьезно, что я прям даже испугалась. Все было как, знаете, по-настоящему, если честно. Сработали прям отлично, нашли сразу, вывели, одели маску, чтобы я могла дышать, и вывели на улицу. Условная площадь пожара составила более 200 квадратных метров. На тушении пожара был сосредоточен 1 лафетный ствол, водомет и 4 пожарных ручных ствола А. Было создано 4 боевых участка. Цели мы достигли, задачи свои выполнили. Оценку в целом поставлена удовлетворительно, за исключением некоторых боевых участков, которые необходимо доработать, совершенствовать и привести в нормативное состояние. На учение было сосредоточен гарнизон пожарной охраны. Значит, было собрано 7 единиц основной техники, 7 автоцистерн, более 35 человек личного состава. Впереди у пожарных Нерюнгринского гарнизона принятие зачетов по физической и боевой подготовке. Встречать новогодние праздники сотрудники МЧС будут в усиленном варианте несения службы, как и положено, обеспечивая покой и защиту населения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В республике прошел 34-й по счету конкурс «Учитель года», где 20 педагогов из разных школ региона продемонстрировали свои профессиональные навыки. Первым этапом для претендентов на звание лучшего учителя стало педагогическое интервью. Это открытая беседа в формате вопрос-ответ с членами жюри, в ходе которой оценивались педагогические мышления, общий кругозор и профессиональная эрудиция участников. Конкурсанты были разделены на 4 группы. Мы продолжим подводить итоги после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Беда не приходит одна или однажды. Уже во 2-й раз семья Поповых из Магана переживает пожар. Трагедия развернулась в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря. В доме, который принадлежит их брату, участнику СВО, вспыхнул огонь, который в считанные минуты унес все нажитое имущество. О том, как справляются с бедой, в материале Саргалана Неустроевой. Семью Поповых одновременно можно назвать и очень везучими, и очень невезучими. Около 5 лет назад сгорел их первый дом, но этот этап их жизни они преодолели и, казалось бы, быт наладился. Все изменилось 8 декабря ночью, когда супруги спали. Отец семейства Игнат Попов больше 10 лет жизни посвятил пожарной службе. И именно приобретенные там профессиональные навыки спасли им жизнь. Услышав характерный для огня треск, Попов разбудил свою супругу и затем выломал это окно. Через него они и выбежали на улицу. Разумеется, времени одеться у супругов не было. Пожарные прибыли почти через 5 минут после звонка, но к этому времени дом был полностью объят пламенем. Хотел вот с парадной стороны зайти, что-то вытащить там. Уже с этой стороны горело. У нас кухня, как бы плита, вот как заходишь, стояла. Там что успел, что-то выхватил, обратно выбежал. Христина Попова, жена Игната, признается, до сих пор она пребывает в шоковом состоянии и даже не хочет думать о том, что было бы, если бы муж тогда не проснулся. Сегодня ей приходится посещать психолога, говорит, с той ночи не может спокойно спать. До сих пор
сложно, трудно. Помогает людская только поддержка. Иначе бы руки опустили бы, наверное. Люди помогают морально, материально. Большая благодарность нашему народу. Совсем скоро в Якутск с учебы вернется старший сын Поповых. Он уже купил билеты и планировал отметить Новый год в кругу семьи. Домой хотел вернуться и еще один член семьи – брат Игната Попова. Старший брат есть у нас, тоже в этом доме жил, вырос. Как младшему ему было предназначено вот этот дом. Он сейчас находится в СВО, с ранением лежит в Донецкой области. Тоже шок большой. Вернуться бойцу теперь уже некуда. Сами Поповы ютятся на съемной квартире и признаются. Для них сумма на восстановление дома неподъемная. Христина Егоровна работает учителем в местной школе. Игнат Ильич на пенсии. Если однажды им удалось возродить свою жизнь из пепла, то в этот раз судьба ударила по ним куда больнее. Сарглана Неустроева, Артумен Наговицын, Маган. Срок завершения региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья предлагается продлить до сентября 2028 года. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. Причиной такого продления является то, что 12 регионов столкнулись с проблемами в своевременном завершении переселения из-за роста цен на жилье и недостаточного финансирования. Подробнее в следующем материале. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда должна была завершиться к сентябрю 2025 года. Но из-за нехватки финансирования остаются нерасселенными порядка 153 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Основной причиной дефицита стало резкое увеличение цен на строительство, которые возросли почти в 3 раза. За последние годы стоимость квадратного метра в Якутске возросла достаточно сильно. Сегодня она отличается от расчетной почти в 3 раза. Если в цифрах, значит, в 2019 году рассчитывали программу по стоимости квадратного метра 73 тысячи за квадратный метр, да? Сегодня в Якутске составляет порядка 153 тысяч, да? А в артистских районах до 250 тысяч за квадрат, ну, из-за транспортных затрат. Поэтому вот эта сумма сыграла такую объективную роль повышения стоимости, и, соответственно, сегодня стоит задача, чтобы продлить эту программу до 1 сентября 2028 года. С 1 января 2017 года было признано аварийными более 4000 многоквартирных домов, где живет порядка 8% населения республики. Для расселения этого аварийного жилья, включая 153 тысячи квадратных метров по новой программе переселения, потребуется более 280 миллиардов рублей. Эта сумма основана на среднерыночной стоимости 1 квадратного метра, установленной Минстроем России на 3-й квартал 2025 года. Данная инициатива на самом деле вызывает ряд вопросов. Почему? Потому что сейчас нерасселенными остаются более 32 тысяч граждан, проживающих в 957 многоквартирных домах, что составляет 423 тысячи квадратных метров еще нерасселенного аварийного жилья, более 15 тысяч семей, это 32 413 граждан. Вот. Эти люди у нас все ждут уже как порядка 8 лет, с 2017 года. Проживание в деревянных домах когда-то считалось доступным и экономичным вариантом. Однако со временем такие дома потеряли прочность и признаны аварийными. Тем не менее, многие люди продолжают жить в таких зданиях из-за отсутствия других вариантов. Плесень, сырость и холод в квартирах, частые угрозы на возгорание проводной системы, кривые полы в подъезде. С этими проблемами жители по улице Якутская сталкиваются уже не первый год. Дом признан аварийным почти 10 лет назад. Из 40 квартир 12 все еще остаются жилыми. Дом на расселении был раньше в 23-м году, потом сказали 25-й, а теперь уже в 30-м году. И не знаю, как зиму перезимуем. Каждый день сами пытаемся в платном порядке все делать. В квартирах холодно, потому что первый этаж, у меня ни в одной из квартир нету регистров.
все заглушены. Во всяком случае, включаем обогреватели. Выживать надо. Просто нам сказали, ждите. 30-й год ждите. Не знаю. 30-го года мы не знаем, что будет с нами. Федеральный проект «Жилье» до 2030 года для республики предусматривает финансирование в размере почти 53 миллиардов рублей, что составляет лишь 19% от общей потребности. Если не будет расселено аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, это ограничит права граждан, проживающих в этих домах. В связи с этим парламент Якутии предложил законопроект о продлении сроков переселения и дополнительном финансировании из Фонда развития территорий. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. Строительство Ленского моста получило надежное трехлетнее бюджетное финансирование от правительства России, включившее проект в федеральный бюджетный цикл. На эти цели будет выделено свыше 41 миллиарда рублей. Уже сейчас на возведение объекта направлен капитальный грант в размере более 10 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард 3 миллиона рублей – федеральные средства. Дополнительно привлечены казначейские инфраструктурные кредиты. Ожидается, что до конца текущего года поступит еще более 1 миллиарда рублей в виде опережающего федерального финансирования. Несмотря на бюджетные трудности, в районе и городе работы по очистке дорог в Ленске продолжаются. Срок действия двухлетнего контракта с нынешним подрядчиком подходит к концу и пока остается неясным, какое финансирование будет выделено для нового периода. Тем не менее, городская администрация подчеркивает, что обслуживание дорожной сети остается одним из ключевых приоритетов. Напомним, что в настоящее время в городе задействованы 2 подрядчика. На следующий год прогнозы, к сожалению, и так бюджет не особо профицитный, вообще не профицитный, да, и следующий год будет еще сложнее. Но, конечно, это обслуживание дорог – это один из приоритетных пунктов нашего обращения в адрес района. С главой разговаривали, конечно, сейчас они будут смотреть свои возможности, но, конечно, дороги – это самое главное. Мы уже привыкли, что расчистка ведется достаточно качественно. Есть вопросы там по частному сектору, но мы их стараемся решать. Ну, вот, при поддержке района, надеюсь, мы этот вопрос решим на следующий год. Завершился республиканский фестиваль творчества и спорта, посвященный столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Фестиваль собрал людей с нарушениями зрения из различных районов республики, предоставив им возможность участвовать в конкурсах и спортивных состязаниях. В рамках фестиваля также проводились мастер-классы и лекции, направленные на повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения. В настоящее время общество слепых в Якутии включает 20 местных организаций, объединяющих более 2000 участников. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Якутянин Николай Кудрин придумал, как адаптировать велосипед к нашим суровым реалиям. Изобретатель исключил из конструкции педали. На холоде они быстро мерзнут. Вместо них Николай использовал принцип рычага и 2 дощечки из фанеры. А еще велосипед трехколесный, поэтому за баланс и устойчивость можно не переживать. Собрать такую систему можно из подручных материалов и, как говорит ее создатель, наслаждаться променадами даже в самое холодное время года. Тут оставил, а меня вот люди оставляют на улице. В новостях сказали, американцы создали велосипед без педалей. Потом посмотрел, они видео показали мелко, а как устроено не показали. И думал, а что не могут, а мы что не можем, что ли, подумал я. И смастерил вот
Первый раз садятся и говорят, как это педали крутить. Они думали, что просто сидеть и нажимать надо. А тут, значит, если который не умеет, просто нажимаешь на рычаги и едешь, наслаждаешься. В России проходит акция по продвижению зимнего туризма. На национальном туристическом портале собрано свыше 600 предложений для зимнего отдыха. Среди них разнообразные варианты для семейного, познавательного, активного и расслабляющего времяпровождения. От горнолыжных курортов и катания на снегоходах до гонок на линейных упряжках. Зимние фотоохоты, лучших спа-отелей, санаториев и мест, где можно увидеть северное сияние. Что привлекает иностранных туристов в Якутии? Холод, снег и вечная мерзлота – стандартный набор, давно ставший визитной карточкой республики. Однако неожиданный креатив в деле путешествий проявляют гости из Поднебесной. Вместе с китайскими гостями побывал и мой коллега Петр Васильев. You can see here it's this age about more than 4,000 years. Нет, вас сейчас не подводят ваши глаза. Это музей Мамонта СВФУ, который с отменой безвиза с Поднебесной переживает самый настоящий ренессанс. Помимо туристов из России, все чаще в залах можно встретить и гостей из Китая. И если снегом и холодом китайских туристов не удивить, они о нем как минимум наслышаны, как максимум сами испытали в северных провинциях Китая, то вот что называется то, что скрыто под землей нашей республики, все еще вызывает неподдельный интерес. Судите сами, тут и вечная мерзлота, и ископаемые древних животных, которые жили сотни миллионов лет назад. И, конечно же, главный экспонат, одна из визитных карточек нашей республики – мамонт. Отмена визового режима с Китаем уже повлияла на изменение структуры турпотока из этой страны в регионы России за счет увеличения доли индивидуальных путешественников и деловых гостей. К слову, именно Мамонт является центром притяжения для множества туристов из Китая. Наша республика является хранительницей более чем 90% всех останков мамонтовой фауны по миру. Да, и это привлекает в первую очередь, потому что в Китае очень сильно развито косторезное искусство. Да, и бивни для них являются таким вот, можно сказать, большим символом искусства, науки. Поэтому наш музей является таким центром притяжения людей и из научной сферы, и из сферы культуры. Мы давно не были в Якутии. Этот регион всегда для нас был очень привлекательным в плане туризма. Здесь прекрасно все, тем более сейчас очень плотно идет сотрудничество России и Китая. Ну а за этой дверью еще один экспонат, вызывающий неподдельный интерес не только у китайских туристов, но и у всех, кто когда-либо посещал музей Мамонта. Здесь хранится мамонтенок Яна возрастом 130 тысяч лет. Когда-то она ходила по просторам якутской земли, но сейчас хранится здесь, в этом морозильнике, за закрытой дверью. За закрытой, потому что ученые до сих пор изучают ее на предмет биологической составляющей. Ну а температура воздуха за этой дверью близка к тем значениям, которые были, когда мамонтенок еще ходил по земле. Минус 40 градусов. Во что выльются новые правила въезда для граждан обеих стран в будущем, пока говорить рано. Одно сегодня ясно точно. Это весомый шаг в деле разворота России на восток и глобального азиатского партнерства, о котором так много говорится в последние годы. Петр Васильев, Станислав Потапов, Якутск. Студенты Якутского колледжа культуры и искусств показали хореографическое выступление «Аяртын». Выпускники представили 17 уникальных номеров, демонстрируя не только богатое наследие якутской хореографии, но и стилизованные, а также современные танцевальные направления, освоенные за годы обучения. Особое внимание в этом году уделено якутским народным танцам, которые составили основу программы, раскрывая традиции народа Саха через пластику и движения. Мастерами курса, подготовившими новое поколение танцоров, в этом году является заслуженный работник культуры Якутии Станислав Степанов. В
В якутском Саха-театре прошли репетиции спектакля «Мазары. Путь к царю». Показ приурочен к декаде именитого режиссера Сергея Потапова, который в этом году отмечает свое 50-летие. Постановка станет открывающим событием программы юбилейных торжеств, в которую вошли ретроспектива фильмов режиссера, театральные постановки, а также презентация буклета спектаклей Потапова. Отметим, что все эти показы посетит знаменитый театральный критик Глеб Ситковский. Сама декада стартовала еще в начале месяца, а ее завершение запланировано на 14 декабря. Тогда на сцене Саха-театра вновь представят нашумевшую постановку «Мастер и Маргарита». Я даже не заметил, что мне вдруг исполнилось 50 лет. Но я хотел бы поблагодарить, конечно, в первую очередь свой родной театр за поддержку, что вот для меня это сделана эта декада, потому что не каждому режиссеру это дано. Получилось так, что у нас такая, в основном, якутская программа будет, произведения якутские, и как бы заканчиваем русской классикой «Мастером и Маргаритой». Больше 200 якутских юноармейцев объединил зимний бал, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Ребята готовились к торжеству целый месяц, разучивали партии и фигуры. Юные танцоры показали весь спектр умений – от московской кадрили до польки. Движение юноармии проводит баллы по всей России. В Якутске его организовали в 3-й раз. Участвую в первый раз, но при этом участвовала уже много где. И, честно скажу, это очень интересный опыт побывать здесь и ощутить это все воочию, вживую, не только увидеть и посмотреть, но и поучаствовать. Я считаю, юноармейский бал достаточно патриотичное мероприятие, поскольку, во-первых, на него приходят очень почетные люди, на него приходят ветераны текущих боевых действий. Сами танцы являются частью культуры и истории. 10 декабря юные кадеты Мернинского района окунулись в атмосферу 10-го юбилейного международного Кремлевского благотворительного кадетского бала в Москве. Подробности об этом далее. Более 3000 юных кадетов со всей страны, объединенные чувством долга и любви к родине, собрались в самом сердце России. Масштаб мероприятия, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества и поддержки специальной военной операции, впечатляет. Он заслуженно внесен в Книгу рекордов России как самое крупное собрание кадетов в истории страны. 63 иностранных государств, которые приехали для того, чтобы присоединиться и показать свою любовь к нашей стране, к России. Потому что за границей огромное количество иностранных государств, которые обожают Россию, которые любят нашу культуру. Тем самым мы их приглашаем сюда, для того, чтобы показать им, что мы любим их культуру, что для нас действительно это очень важно показывать то самое объединение в мире. В силу того, что мы должны любить эту планету и заботиться о ней, мы должны дружить. Среди участников бала были наши земляки, воспитанники кадетской школы-интернат имени Героя России Геннадия Трошева, Роман Фотин и Ярослав Уткин, которым выпала честь кружиться в вальсе и других танцах под сводами Кремля. Изящные движения и грация им подарили девушки из народного коллектива республики, студии танца «Эдем» Елизавета Ащеулова и Полина Трифонова. 2 месяца упорных тренировок под руководством балетмейстера Ксении Ломтевой не прошли даром. Ребята блистали на паркете. В программе 11 танцев, которые ребята изучили. Это и фигурный вальс, русский лирический, краковяк, такие сложные названия, как pas de patiner. Ежегодно мы изучаем вальсы на выпускные, поэтому на самом деле ребятам не так сложно выучить танцы.
В составе делегации из Мирнинского района прибыли и кадеты-репортеры Рамазон Месидиков и Рамис Раджабов, готовые запечатлеть все самые яркие моменты этого исторического события. Когда мы заходили, я увидел эту полностью обстановку, сразу же почувствовал атмосферу эту. Мне очень сразу же понравилось, как здесь все происходит, сколько здесь людей. Я первый раз вижу в одном здании столько людей, количество их. Мы познакомились также с многими кадетами с разных уголков России. Ребята гордятся, что стали частью такого масштабного проекта. И это неудивительно, ведь участие в Кремлевском балу – это не только возможность окунуться в атмосферу светского мероприятия, но и прикоснуться к истории, ощутить себя частью большого и дружного кадетского братства. К слову, кадетская школа-интернат уже второй год подряд представляет Якутию на этом престижном балу. Кадеты отбираются на этот бал, который имеет хорошую успеваемость, дисциплину, очень много достижений спортивных, культурно-массовых, военно-патриотических достижений. Пребывание в столице не ограничилось одним лишь балом. Ребята посетили военные музеи, расширили свой кругозор и получили незабываемые впечатления. Я очень рад был попасть в этот музей, потому что мой дедушка был участником Великой Отечественной войны и был на конференции в Берлине, единственной из якутов из Республики Саха. Также я здесь его и нашел в бессмертном полку. Я именно из-за него пошел по стопам по военной дороге, чтобы стать в будущем генералом, ну, если удастся. И также совершить множество подвигов и в память в историю войти. 10 лет назад на этом же месте под звуки вальса началась история кадетского бала. Та же музыка, тот же хореограф и те же восторженные лица ребят вперемешку со сверкающими глазами юных красавиц. Президент Владимир Путин, чью поддержку ощущают этот замечательный бал, в своем приветствии выразил уверенность в том, что мероприятие послужит укреплению кадетского братства и воспитанию молодежи на высоких идеалах чести, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство. Организаторы же надеются, что это послужит источником вдохновения для ребят, укрепив их желание верно служить Отечеству. Анна Васильева, Москва. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.